Уважаемые участники, гости, приветствуем вас! Начинаем наше мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения Лазаря Андреевича Афанасьева-Териса, видного ученого-исследователя, писателя, общественного деятеля Якутии, кандидат филологических наук, автор научных работ по якутскому языку, культуре якутского народа, принимал активное участие в разработке учения АИ, в составлении школьной программы «Традиционная культура народа Саха», возрождении религии народа, в создании общественного института Кутсюр. При его участии создавались общественные движения «Литератор Якутии», «Экология души». Он был лидером Саха-Каскеле. С 1984 года работал в Институте гуманитарных исследований. О его яркой, многогранной личности расскажут его коллеги, соратники, друзья, родные, близкие. Слово предоставляется Савинову Андрею Савичу, доктору философских наук, профессору, заведующему общеуниверситетской кафедрой философии СВФУ имени Максима Кировича Амосова. Пожалуйста, Андрей Савич, вам слово. Спасибо, Анна Ивановна. Добрый день. Ну, 70 лет уже, так сказать, давным-давно исполнилось, да? Ну вот сегодня мы будем говорить о Терис, значит, Лазарь Андреевич Афанасьев, человек, который, по замечанию многих знавших его, исключительно трудолюбивый, трудоспособный и исключительно плодотворный человек. И вот, как Анна Ивановна сказала, в общем-то, он занимался действительно, у него очень широкая многогранная деятельность была. Естественно, возникает вопрос, как это так? Один человек, в общем-то, занимается огромным количеством, казалось бы, не совсем внутренне связанными вещами занимается, так, и причем занимался исключительно плодотворно, и как ученый, так, и как духовный лидер своего народа, да, поэтому вот сегодня, я думаю, мы попытаемся все-таки раскрыть, да, в чем, так сказать, природа вот такой плодотворности Лазаря Афанасьева, значит, Андреевича Афанасьева, так. Ну, я бы хотел начинать все это с проблемы, так, потому что, ну, все мы, так сказать, дети 20 века, живем в 21 веке, да, и вот последние 3 столетия они интересны тем, что на первый план вышла наука, так, наука, правильное мышление, простонародье, да. Ну, в общем-то, наука нам говорит, что, значит, эффективность, результативность любого разговора начинается с осмысления проблемы. Что за проблема была? Вот сегодня, в общем-то, очень сильно ругает советское время, и, может быть, по делам, так, хотя, в общем-то, мы все из советской страны, так, но, тем не менее, когда мы, значит, критикуем это время, ну, естественно, мы выражаем не просто свои собственные отношения, да, а чтобы ошибки того времени не повторялись, так? Вот. Не потому, что ненавидим, да, это невозможно, это наша мать, так, мы оттуда появились все, так, мы любим, это замечательное время было, так, и мы стали таковыми, наверное, благодаря советскому времени, так. Но, тем не менее, вот, например, я как философ должен сказать, что в те времена господствовала такая философия, да, которая превратилась в идеологию, так, идеологию жизни советских людей, так. Диалектика, материалистическая философская система, она действительно очень мощная философская система, одна из 2 глобальных философских систем, очень многое может дать и, наверное, даст. Но, тем не менее, вот когда любое учение, любая философия превращается в идеологию, она просто-напросто застывает, так, умирает, так, перестает жить. И вот вы хорошо знаете, что в советское время, значит, диалектика материалистическая философская система или марксизм-ленинизм – это идеологическая система. И вот один из выводов этой идеологической системы состоял в том, что, ну, не может быть никакой народной философии, так, не может быть. Потому что научная философия, диалектика материалистическая философская система, научная философия интерпретировалась очень просто. Да? Это правильная философия, а все остальные философии неправильные философии. Поэтому
никакого интереса к народной философии, во-первых, не было, и, во-вторых, в общем-то, крупнейшие ученые считали, что просто-напросто народной философии быть не может. Так? Конечно, это вот утрировано, так? Потому что были действительно очень серьезные философы, которые плотно занимались. Так? Ну, в частности, я бы, так сказать, хотел обратить ваше внимание на имя Чанышева. Чанышев, значит, Арсений Николаевич, который считался теоретиком появления философии, так, действительно, он очень серьезный исследователь. Так вот, он считал, что для того, чтобы философия могла появиться, должны быть выполнены определенные условия. Ну, вот, например, он сформулировал 3 условия. Первое условие – это разделение труда. Ну, в частности, это выражалось, что народ для того, чтобы мог иметь философию, должен пройти через железный век. Ну, проще говоря, народ должен уметь выплавлять железо. Это очень важный вопрос на самом деле, так? И, в общем-то, трудно действительно не согласиться с этим моментом. Это действительно очень серьезное требование. Второе требование – язык народа должен быть таким, что слова должны существовать слова, имеющие достаточно высокий уровень абстрактности. Так? Вот это требование к словам. Ну и самосознание народа, вот третье требование, да, должна быть система понятий, система категорий. Так? Конечно, огромное количество малочисленных, особенно народов, так, не могли удовлетворять вот этим требованиям, но тем не менее, скажем, к народу Саха вот как раз вот эти требования достаточно хорошо выполнялись. Мы прекрасно знаем, что в течение тысячелетия мы выплавляем железо, так, и причем качество достаточно высокое. Так, вот в этом многие свидетельства существуют, так, и действительно наши предки очень хорошо владели вот этим методом, так. А что касается языка, ну, намады испокон веков, в общем-то, они, отличительная особенность намадов – это героический эпос, так, Олонхо, да. Действительно, слова очень богатые были, люди, ну, особо, в общем-то, доказывать это не надо, так. Но, с другой стороны, вот эта системность понятий тоже достаточно хорошо. То есть, по существу речь идет о том, что народ должен был иметь какую-то метафизическую концепцию. Так? И она была у народа Саха. Так? Но, тем не менее, вот наши выдающиеся, скажем, философы, в частности, вот основатель университета Аксентий Георгиевич Пординов, так, даже он, такой большой авторитет, так, он не смог, в общем-то, выйти и пытаться обосновать, что у народа Саха есть своя собственная философская система. Так. Ну, не говоря о, скажем, Дмитрий Александрович Макаров, надо вспомнить, да, тоже очень многие, может быть, сегодня не знают. Так. Это человек, который, в общем-то, тяжелые 70-е годы, когда, ну, в общем-то, о развале советской власти даже и в мыслях не было. Да, это был высокий уровень развития той страны. Да, вот в это время он как раз утверждал эпос Олонхо народа Саха, привлекал интеллигенцию. Да, то есть это был героический человек. Но в то же время он, как очень мудрый человек, знал, что без эпоса, в общем-то, очень трудно так, утверждать духовность народа Саха. Так. Вот в советское время, поскольку считалось, что вот такая вот правильная научная философская система существует, причем это материалистическая система, то вопросы духовности, они как-то особо, в общем-то, не волновали людей, поскольку считалось, что это знание ради знаний. Так? Конечно, никто не отрицал, что важность духовности. Так? Это вот сегодня стало ясно, что, в общем-то, духовность исключительно практична. Так? И вопросам духовности сегодня очень много уделяется. Вот только лишь после развала страны Советов многие узнали вот французское слово «менталитет», так, отличительные особенности мыслительной деятельности народа. Все это в советское время, в общем-то, было неизвестно для массового человека. Так. И вот в этих условиях, так, вот в этих условиях доказать, показать, что народ Саха обладает своей собственной философской системой, это была исключительно сложная задача. Исключительно сложная задача. И в идеологическом плане, так, и во всех других отношениях. Так. Но, тем не менее, вот нашелся замечательный человек, так, вот, о котором мы сегодня вот говорим, как раз историк, так, Афанасьев Лазарь Андреевич, так,
человек по своему образованию, филолог, гуманитарий, так, лингвист, вот он сумел, в общем-то, реализовать определенную, так сказать, я бы сказал, технологическую систему, в результате которой, значит, удалось обосновать, что у народа Саха есть своя философская система, так? Есть своя философская система. Вот я бы хотел, чтобы была какая-то определенность, поскольку как-то просто слушать, да, очень трудно теряться, так, куда все-таки человек ведет. Так вот, я хочу сказать вот о чем. На самом деле, конечно же, человечество, как показывает современная наука, имеет долгую историю, так, не менее 100 тысяч лет, говорят. Да? Но вот, к сожалению, мы, ну, может быть, из-за отсутствия письменности, да, вот, знаем более-менее определенное последние 5000 лет. А вот остальные 95-100 тысяч лет, да, вот, чем занималось человечество, какие процессы происходили в психике человека, к сожалению, это вопрос открытый. Так? Ну, просто-напросто огульно считается, что в это время господствовала мифология. Так? Ну и замечательно то, что господствовала мифология, потому что номады, в частности, да, всегда утверждали вот словесную культуру. Словесность очень высоко, значит, развивалась. Так? И вот сегодня вот в современных условиях вот, значит, результаты народного словесного творчества сохранились. Да? Может быть, этим мы должны никогда не забывать, что наш Платон Алексеевич Юнский так, сумел все-таки перед смертью, да, сумел организовать сбор, перевести, скажем, вот эпос народа Саха, да, тексты, и так таким образом удалось сохранить. И вот это выступает, конечно, материалом, который позволяет как-то заглянуть, значит, в прошлое жизни народа. Так? Вот. Ну и, в общем-то, если вот посмотреть, да, вот с одной стороны имеется слово, ну, слово в широком смысле, да, и вот надо попытаться увидеть, что за этим словом стоит. Можно ли из этого слова каким-то образом, применяя какую-то формальную технологию, вывести вот то некую скрытую, невидимую мыслительную конструкцию народа. Так? Вот. И вот это в науке принято называть ментальная схема проявленности. Ментальная схема проявленности. Ну, может быть, это научное понятие, не совсем понятное, так я попытаюсь предельно просто пояснить. Да? Вот. А с одной стороны, считается, что есть Бог, который все сотворил, так, Бог запределен, то есть трансцендентен, так. И вот мысли, думы, значит, божественное благо поступает в серединный мир, так, в серединный мир, и каким-то образом проявляется. Сразу увидеть это нельзя, невозможно, это скрыто, так. Но вот как раз люди, вот, мыслители пытаются раскрыть, а что за этим стоит, какова мыслительная конструкция. Ну, в современной терминологии можно просто-напросто утверждать, что есть менталитет, неповторимый менталитет у каждого народа, то есть свой стиль мышления у каждого народа. Вот надо было каким-то образом раскрыть вот это невидимое и сделать видимым то, чего не видно. Так? Вот как раз Лазарь Афанасьев этим и занимался. Так? То есть объектом исследования для него была словесность. Так? Ну, вот мы говорим фольклор, мы говорим, значит, мифология. Да? Вот в советское время они особо большого интереса не вызывали, потому что считалось, что это знание ради знаний. Но, тем не менее, вот как раз Лазарь Андреевич, будучи, значит, вот, специалистом в этой области, да, сумел, значит, ознакомиться, сумел увидеть, технология, в общем-то, анализа уже существовала, так, в 1878 году будущий философ, доктор философских наук, значит, Лукьянов, значит, он разработал свой метод, да, метод, который называется методом мировоззренческого анализа. И вот этот метод мировоззренческого анализа словесности позволял выйти вот как раз к этой неизвестной, непонятной конструкции, да, непонятной ментальной конструкции. Вот
А Лазарь Андреевич как раз применил вот этот способ, вот этот метод, да. Ну и вот я просто немножко хочу раскрыть, чтобы как-то люди глубже поняли, что же все-таки сделал Лазарь Андреевич, так. Вот он, ну вот у народа Саха, Олонхо, мы этим всегда гордимся, так. Так вот, специалисты говорят, что есть так называемые эпические формулы, иногда даже расширяют эпические триады. Так вот, если анализировать, да, вот эгоический эпос, они все время, вот эти из фрагменты, значит, текста, которые все время повторяются, да, их называют эпическими формулами, так. А с другой стороны, еще надо показать, что вот ведь этих эпических формулах существует, значит, древние времена, да, которые содержат в себе вот эту неизвестную конструкцию. Ну, вот это вот в словах так просто, а на самом деле это требует очень серьезного анализа. Ну и помимо этого, конечно же, должны быть мыслители, так, известные мыслители, которые в совершенстве владеют языком своего народа. И вот все эти условия у нас как раз и были, так. Таким человеком был Алексей Алексеевич Кулаковский. Кулаковского мы все прекрасно знаем, но в течение долгого времени многие просто-напросто считали, что он, ну, поэт, так, поэт. Его основные произведения – это поэтическое произведение, так. Так вот, Лазарь Андреевич был глубоко убежден, что в этих поэтических произведениях можно, в общем-то, найти вот эти неизвестную, тайную конструкцию, мыслительную конструкцию народа, так. Вот, собственно, этим он и занимался. Так. Во-первых, он показал, что вот в этих эпических формулах действительно имеется, значит, вот фольклорность, то есть народность. Так. Вот как раз Алексей Алексеевич Кулаковский мог на самом деле, в принципе, была возможность ему, значит, творить поэтическое произведение по образу и подобию, скажем, российских поэтов. Такая возможность была. Но, тем не менее, он пошел по другому пути, он, значит, обратился к народности. Так. И, во-вторых, в общем-то, вот оттуда можно было извлечь действительно те категории, которые определяли, в общем-то, духовность народа Саха. Так. И вот здесь как раз очень интересные мысли, ну вот обычно так говорят, последний философ-классик, так, Алексей Федорович Лосев, так, вот он в свое время раскрыл содержание мифа, так, миф содержит, как бы, включает в себе три элемента, так, первый элемент – это слово, второй элемент – это история, третий элемент – это личность. Вот эти три элемента не просто там находятся, они находятся в диалектическом взаимодействии между собой. То есть они взаимно обогащают содержание, смысловую часть и связь. Ну, в частности, вот, например, личность. Так? Вот в современных условиях личность понимается прежде всего в контексте такого антропного принципа. Так? Что такое антропный принцип? Вот в контексте нашего разговора это внутренняя согласованная связь между, скажем, человеком и мирозданием. Да? Вот. Поэтому вот применяя вот этот метод, значит, вот эпического анализа, Лазарь Андреевич показал, что у народа Саха, да, вот оказывается существует, ну, например, двухчастная структура мира, трехчастная структура мира, пятичастная структура мира, семичастная структура мира, ну и, наконец, девятичастная структура мира. И вот отсюда и вытекает то, что называется, значит, вот ментальная схема проявленности, то есть та скрытая конструкция, мыслительная конструкция народа, которую увидеть так просто нельзя. Я вот о этих вещах говорю просто потому, что, во-первых, был научным консультантом, значит, Лазаря Андреевича, а во-вторых, в 90-е годы, в начале 90-х годов я предпринял свой шаг, да, у меня был свой путь, ну, поскольку у меня базовое образование физико-математическое, я применял к этой словесности, скажем, физико-математическую науку, в частности, матричную алгебру и интерпретацию физиков, что из себя представляет, значит, взаимодействие. Это как произведение, так? И мне, в общем-то, удалось выйти к таким тайным вещам. Ну, вот современной терминологии это модель обратных связей. Так? Модель обратных связей
положительная обратная связь, отрицательная обратная связь, что из себя представляет мужское и женское начало. Все это вот удалось. Это непосредственно увидеть из словесности невозможно. Но вот применяя вот определенную формальную технологию, можно выйти к этим вещам. Лазарь Андреевич делал то же самое, но он сделал это чисто филологически, так, чисто гуманитарно, так, не используя какие-то формальные математические средства, да, поскольку на самом деле это был достаточно хорошо разработанный вопрос. Но это колоссальный труд. И ему удалось показать, что действительно философия народа Саха фундируется, основывается вот этой ментальной схемой проявленности, которая представляет из себя некую вот эту вот тайную конструкцию, включающую в себе основные категории. Какие это категории? Ну, например, главная категория – это категория АИ. Так? Следующая категория – категория Серь. Дальше категория Кигитии. Ну и достаточно, в общем-то, категорий много, так? Но вот я бы хотел остановиться на категории Юря, учения. Да? Вот. Так вот, Андрей Савич, извините, пожалуйста, Андрей Савич, минуточку. Сейчас закончится ссылка. Просьба всем по этой же ссылке зайти снова. По этой же ссылке снова зайти, пожалуйста. Извините, это вот технически так. Ага, ну я продолжаю, да? Да. Когда закончится, по этой же ссылке всех, пожалуйста, зайдите. Я еще раз повторяю, да, для того, чтобы говорить о философии народа, надо было обосновать эту философию. Так мало ли там в голове у человека ударяется какая-то мысль, надо же это доказать, обосновать, что это соответствует действительности. Так? И вот как раз Терис показал, что не просто там идеи существуют, так, а он сумел обосновать из словесности народа Саха, из эпоса народа Саха, что существует очень удивительная конструкция, да, это удивительная конструкция, которая включает вот такие вот понятия, как АИ, да, вот АИ, в общем-то, по большому счету отражает, ну, как бы благо, божественную благо, которая по дороге АИ поступает от Срединного мира, так, материального мира, народа Саха, так, вот. Вот эта категория АИ внутренне связана с категорией Серь, так? Ну, нравственное, моральное начало. Да? Вот так, содержательная суть Серь сводится к тому, что на самом деле любой закон, вот, например, закон АИ не может просто так действовать. Всегда, как любой закон, есть определенный порядок применения, определенная структура применения. Да? И вот если вот эта структура, вот этот порядок не соблюдается, эффективность действия этого закона резко падает. Так вот, суть Серь как раз к этому и сводится. Ты должен действовать по определенному порядку. Ну, например, вот скажем, духовное пространство, да, пространство АИ народа Саха, которое включает 9 небес, духовных небес, да, определенной последовательности, они связаны дорогой АИ. Так вот, можно, конечно, захотеть. Вот, собственно говоря, я почему к этим вещам обращаюсь, потому что в современных условиях система образования радикально нарушает вот этот закон АИ. Мы сразу детей там 7-летнего возраста начинаем учить всем тем знаниям, которые обрело человечество. А на самом деле по закону АИ это всего лишь седьмой уровень. То есть до этого существует еще 6 уровней. А мы сегодня, вот минуя все эти вещи, пытаемся, значит, обратиться к 7-му уровню, а потом удивляемся, почему дети не хотят учиться. Так они никогда не захотят, потому что на самом деле есть определенная структура, определенный порядок. И нарушать этот порядок, это значит резко снижается тем самым эффективность действия закона АИ. Вот, то есть мы нарушаем Серь. Так? Мы нарушаем Серь. Дальше. Очеловечивание, кегетии, да, вот тоже категория очень такой серьезная, основательная категория, атрибутивная, связанная с категорией АИ, да, потому что высшим творением, ну, мы все знаем, что все, что существует, сотворено Богом, так, но высшим творением Бога является человек, так, человек. То есть человека, ну вот это проявляется через человеколюбие, через очеловечивание, так.
Но, к сожалению, вот это тоже нарушается. Вот многие многочисленные народы, так, большие народы, так мы говорим обычно, они нарушаются, они организуют разного рода войны. Поэтому резко снижается эффективность действия закона АИ. Так? То есть вот это очень важные моменты, которые были выработаны народом Саха в течение многих тысячелетий, да, и они, в общем-то, действовали. Так? И вот, собственно, они и составляют основу народной философии. Так? К сожалению, вот эти моменты надо было как-то обосновать, показать, доказать научному сообществу и убедить их о том, что действительно у народа Саха есть своя философская система, которая действует. И вот все это стало возможным благодаря тому, что был замечательный такой наш мыслитель, значит, Экс-Сокулях Алексей Алексеевич Кулаковский. В его творчестве как раз все это и есть. И вот Лазарь Андреевич, анализируя, подвергая серьезному научному анализу вот, все его поэтическое творчество, сумел, во-первых, показать, что существует, действительно имеет место мировоззренческий анализ, так, и далее он показал, да, действительно имеет место ментальная схема проявленности, да, которая выражается вот в этих категориях АИ, КГТИ, СИЕР, ЮРях. Вот особое, я бы хотел немножко остановиться на категории ЮРях. Да? ЮРях несколько автономная категория по отношению к категориям КГТИ и СИЕР. Но тем не менее, в таком, значит, в стратегическом плане это очень важная категория, потому что речь идет о будущем любого народа. Если мы ЮРях не будем использовать неправильно, будущего просто-напросто не будет. Не будет завтрашнего дня. Так? То есть суть этой категории – это стратегические вопросы жизни человечества. Да? Вот, поэтому… Вот, к сожалению, да, вот в 1917 году народ Саха, ну, я это образно говорю, так, отказался как бы от своей вот этой своей ментальной схемы, так, от своего менталитета, ну и пошел по другому пути, так, ну и в общем-то сегодня мы оказались у разбитого корыта. Огромное множество людей, представителей народа Саха просто-напросто не знают эти вещи, которые выработали нашими предками, выработаны так в течение многих тысячелетий. Люди жили по этим законам. Поэтому то, что сделал Лазарь Андреевич Афанасьев, это трудно переоценить. Конечно, Лазарь Андреевич, как человек, АИ был исключительно скромный. В его жизни многие пытались говорить, что вот вы создали учение, давайте назовем это тересизм и так далее. Но он был категорическим противником этих вещей. Почему? Потому что это состояние всего народа Саха. Это наши предки нам оставили как наследие, что мы могли увидеть завтрашний день. Вот поэтому знание вот этого учения АИ – это просто-напросто абсолютно необходимо, потому что… Это записывается, продолжается запись. Пожалуйста, продолжайте, Василий Васильевич. Учение АИ определяет состояние души человека, связывая ее с высшими силами. Каждый человек индивидуально стремится к тому, чтобы душа его была чистой, дух сильным, общее состояние устойчивым. С этой целью осознанно занимается обрезающими обрядами, применяет учение АИ для процветания ради благополучия будущих поколений. Все это подтверждает стремление якутского народа к жизни, к неизменному развитию, укреплению физического здоровья. Основные постулаты учения АИ были те годы изложены на страницах газет Шахада, Кескиль, Крым, названы позже народной газетой, озвучивались по радио, высказались по телевидению, приведшая свет небольшая книжка учения АИ была очень популярна среди населения и дополнительно размножена типографиями АИ и Нюрбы. Качество вспомогательного материала для учителей был издан и распространен альбом Бортикова «Не потерять свою душу, сохрани ее».
Кукунко Тарама Сюркунсеремеден, пропагандист учения Илья Байшев, издал сборник стихов для детей «Дыхание Аниры» Тынде. Поддержав учение Тарис, сфера образования Василиса Романовича Сиина и Матрена Петровна Попова провели работу по внесению учения программы предмета по национальной культуре. Заслуженный учитель якутской АСТы Василий Романович Ларионов, взяв основу книги Терес, написал замечательное пословие «Саха, человек Аи». Книга «Помощь молодым Саха, желающим стать человеком Аи». И Иосиф Семенович Портняев очень успешно защитил докторскую диссертацию на тему этнопедагога культур, критические воззрения народа Саха. Разбирая наследство Терес, очередной раз убеждаешься в том, насколько преданно и напряженно трудился он в интересах родного народа, его будущего, вложил работу всю свою душу, знания, вдохновение, руководствуясь мыслью, что именно учение станет спасением для народа. Сколько же вышло из-под его пера работ, всего по насчетам библиографов было издано 99 различных книг и брошюр. Как глубоко он мыслил, причем весь представленный материал был им всегда систематизирован и упорядочен. Последние десятилетия Терес, в целях распределения учения Аи, собрал вокруг себя единомышленников, организовал работу дома Аи Гета. Вместе с ним работали Устхана и Августа Александр, которые проводили обряды и исполняли алгысы благословения. На последние дни своей жизни он занимался практическим распространением учения Аи по своему разумению, никого не спрашивая и не уточняясь, ни перед чем не останавливаясь и не робея, но и не упрашивая финансирования. В настоящее время стало много алгоритмов, даже специально обучающихся на них. Терес считал это ошибочным. Учение не предназначено для духовного, нравственного развития человека, добивается установления человеческих отношений по всем. С этой целью Терес сейчас его подвижники развивают свои учения и стремятся донести его до широких масс. Так Dabov Антон Николаевич Павлов, Уххан Иван Николаевич Николаев, философ профессора Андрей Савинов, культуролог Попова Саная Галина Семеновна, взяв за основу написанные им работы, продолжает деятельность получения Аи в современных условиях, усовершенствуя и дойдя до канонов его положения. Устхана Августах Ихсан исполняет обряды и ритуалы алгысы в соответствии с учением Юрия Иоанна Колмогорова, занимается пропагандой учения среди широких масс. Последний Терес продолжит просветительскую работу со светлым именем Лазаря Терес и его утвержденным учением. Спасибо за внимание. Кратко так, более мы написали это Деной Валерьевной Федоровой статью в научном журнале. Можно с этим можно познакомиться. Спасибо.
Спасибо, Василий Васильевич. Еще русский философ Владимир Соловьев говорил, что ничто не открывает душу народа, его культуру, историю, как верование, религия. Изучить религиозные явления того или иного народа значит понять человеческую природу и всю жизнь в ее важнейших проявлениях. Работа его – это важная часть культурного наследия якутского народа. Спасибо большое. Мы дальше продолжаем наше мероприятие. С воспоминанием о коллеге выступит Готовцева Лина Митрофановна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований. Пожалуйста, Лина Митрофановна. Добрый день, уважаемые участники конференции. Ну, как объявили, у меня будут воспоминания о Лазаре Андреевиче Афанасьеве как коллеге. Я буду выступать на якутском языке. Конечно. Эпиттерин курдук Лазарь Андреевич Афанасьев бейга авон төт сыллакка институтка кэлбите. Кинени профессор Петр Алексеевич Слепцов тыл отчетового тыл салата денете. Отдел сектор лексикологии и лексикографии. Улага ыңыран агылбыта, ол буллагана сайын этте отыя онны келет тааны кени туққа отүлетигер барбыта, онны бихип астан кенини отүлетигер көрбеппит, оннаттан манна питтерин көрдү кени тыы болан үлага сыстыгаха көстен тақсыбыта, аны туга кыйгаха котугаха онна буллагана оны маны билере көрөрө кенини тула жон олох түмсен күлен үйерен дебит курдук эте ханнык баара вопроска бәйте туспа билилек көрүлек болан кенини кытта үлелирге даганы сынянарга даганы интерехиней эте от үлетин бүппүтүн кенне болатчы ыгык болатчы олонна Лазар Андреевич спортивный көрөктөгилерге көктөктүк кыттачы, оннаттан үксүгер местелер болар эте. Онтан буллагана кини вебсайга кинеха общежитие үйе бери көрдүгөр ба вебсайга кос бербиттере онна буллагана кини болаттары кытта олар әреті соғытағын болбата, оннаттан эпиттерин көрді кені толкова бұхарылақ тылжыт ка составитель бұғытынан 200 томнарға өлелеспіті ол кәнеттен кейхетін олық өлелер әтті кенеға Извините, тут прервалось технически. Пожалуйста, продолжите свое выступление. Я на связи, да? Да, вас слышно. Продолжайте, пожалуйста. Сейчас вышла с телефона, извините, у меня с ноутбука связь прервалась. Ничего страшного. Так, ага. Так, и тоғын сылларға, да? Тоғын сылларға сақатылын біле марана питтерин күрдік сақа кескеледен общество тәрелі біте, ол онына бұллана кені бейге бұллағана ол онына ол сақа кескеле сақатылын сөргүтү сақатылын үйерағар бұллағана қастаны қайысқалағаты ол бір қайысқата эти сақатылын государственный оңырылғанны бұқ тәрелі біте. Қамығия тәрелден институтқа жа мұньяқ бағыта болар әді. Ол онына Лазар Афанасьевич сағатылын тұғынан сұрук ден маннық брошюра күрдігі Суриян тахарбыта ол онына болағана бұғық кәмге тұғыны сыларға
сақатыла қанны қайысқаларынан барықтағы ден қайысқалары торумна бетіті қолы бұрады эппиттерин курдук термин баппуруха орфография баппуруха онна сака тылын литературный норматыгар эме бәйтин көрүлөрүн сурубут эте ол сака тылын тухунан суруга оттон республика кагыттарыгар механабар таксыбыт булуктактар хеп онтон булана ити сака кескеле тылга үлетигер бир кайыскатынан буллагана туак тенете сака тылын улахан жоңго үйретиден курстарын ахан үлелети эте ол онны буллагана группанан сылжамыт били кора терилтелеригер сакалы үйретерети бит колора мен бем аэрогеодезическое предприятие 14 бар это ол онна сакатылын үйретеретим Попова Наталья Спиридоновналын ол онны буллагана кеһәүле кенеттен бастан хурутулубутнан хеттон агуган ки занятияга хаджалар эте. Онотон тух методическое пособие тылжыттар еген суактар эте негенан үлелирге онна биһиги бэбитеме тухтаны опыт суата негенан үлелирге гыракан эте олгынан баран тым биһиги итекемге Лазарь Андреевич, Наталья Спиридоновна Попова, онны мин боламмыт тух сахатылын тылжыта якутско-русский словарь минимум для взрослых тен тахар быппыт олон тугойбытын буллагана Лазарь Андреевич кепсетен хандыгага туох местный терилтага туохтап битете бичаттап битете ол тылжыт буллагана кеңник таргаматага хеп онны буллаганаттан ити терминге үлетин тухунан эттилер онна туох кене буллагана били туох диссертациятыгар эти фоносемантика ден олох интерехиней теманы булан каябыт үлелебите олон тугойын улакан учунайдар хин үддүктүк саналабыттара Санкт-Петербурга баран онна туохтан анан баран консультация ылбыта онна Татаринцев, улахан ученый Татаринцев, үшігей рецензия хорибыта. Ити үлетін бұллана бейхаме тоқтаргар, коллегаларгар популярнайдык, қадары кейға тиімте байығына бұхаран кәпсир болар еті. Олық интерехіне тема білеген ити наға білеген билинги тахам Джон же билеген өйдөннөр бу именно били национальный культурный компонент языка ден өйдөннөр билеген булана бу образные слова образды тыллар билеген наха туох болан тураллар өретилере наха актуальный тирен турар вопрос болар. Хеп онтон Чауп сайнан те лахар Андрей бихе тухунан этер буллахана киди ологун опсайнан сакатылын, саканоротун кескелин тухугар бәйтин сыратын карыстабакка үлелирге айылгаттан ананан кәдбит киһи курдук сыналыбын. Болгомтага тигер мактал. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Митрофановна. Мы продолжаем наше мероприятие. Слово дочери Лазаря Андреевича Светлане Лазаревне. Пожалуйста, Светлана Лазаревна. Здравствуйте. Сардана Лазаревна. Извините, Сардана Лазаревна. Максима Григорьевича попросим включить презентацию. Тана сүрүннүр редакторы Лазарь Андреевич Афанасьев. Эрис. Можно звук, наверное, убрать, да? Я харам бар. Они кинен нулили нормально. Ол канам бите албин диалорор, ите Америка бар.
Bravolarım. Bu bege götürür ihtinara kampanyadan geldi bir. Getiti hattım. Bu çuvaranından kötü tağancı. Onun kötü tabii. Ancak intrihene bitti. Dırırı bu. Bu kiyi turar. Toğusoy bannak. Çakıra deni journalist bit. Bari biz onta bu. Gün yıl. Gün yılı. Özköde Oğuz. İtekar Oğuz turar. Ha, iki yakın. Bu tuymada. Bu tuymada. Onta bu elle batır bot. Ustan kaldı. Toğdan te bu o yolamada kartını değil. Ne kadar buna ıcabada ıcabar olarak geldi değiller ete. Onu öyle ıcabar olarak olur diye. O sana bak kartını. Bu tanalar bu da yulara turarlar. Tangaralar kene. Açığına. Tangaralar da kasbidi, 12'ga kasbiditin ay tangara var. Kim? Kim? Bu gelap. Mana olur hep de. Lazarın denemiş. Onda tuakta bu. Bu korokkalar tuğa kaldı bu koltuğunda kartı kapsaydı. Bu kubayın kurduk bacı rıgın kurduk. Bu ümit vastar. Var. Vurduk turallar. Abi kamsanlar. Tek sistemit. İtiyata fasli tangara üye takstıbıt. Onu bulurga balamanlı kanallar. Vurduk. Tardan yerler. Eriye bir hata. Vurduk. Marallar. Bir tarda. Otomobilin manlı tuttan turabıt. Müslümanlar kurduk. Olkuna bahire bitin hattı vapıt. Billah turar. Birin jota takıştıbıt. Hikmet dom diye bitegar. Dom. Devanna tohtan halabıt. Сахалар горутуруккаттан тугара жикти ураты тайтарылах кем. Саха кихите буй танкая жылоройо ден аттыра. Билге интуицията өтө көрөрө күүрер кеме. Айы веранан танка кихи жылгатын билгелер нималарын түмер. Бүрге сүрдүүтө төрөк бырагыта көлүк көрүүтө бу танка тайтарылаган юлара. Тайымыр билек бижер. Соок 97 күнүн үнөр түүнүгөр сатарыр жыбарга аан бастыгынан оосүллү күттер таксаллары бит. Ый онуһун кеннеттен орта хастактара. 15 деки кыржага сүллү күттер келелер. Улахан сабыздала уата хебеске кемге. Онтон билген ат суалталанан турар. Холобур саха кийзе сахалы аттанана сахамай кытын түргеннигилар. Онтон 그것같은 흙자, 그것같은 가, 마하로가 그것도만 지레나 숫자 이다갈 그런 가스펫, 그런 jet 꼭도만 도고름 jet 아름만, 소도건 나만을 소수 불안이라 하는. Karnilak diyen onlar tokosoklar der. Olaktan ulaktanlar karnilak amel kinilaktan ulak tokosoklardan taksa bilek atı bu küstaktan. Onu ki diğer kuyan baran. Ona diğer kuyan manay. Öyle bit. Kadda kanından ol kurdu can. O peyze vollanat tılı muskulu diyen var. Vonna o tılgı uğratı sualtanı veren ol ırgatın tılın jonga tiyediriger
олонна туханнаргар итинимат туттуллар. Сардана Лазаревна, мы просим вас рассказать свои воспоминания об отце и фотографии сказать. Ага. Ну, вот это единственное, ну, вот презентация лаборатории, где? Она ждет, да? Ага. Просто мне не видно, поэтому... Всем добрый день. Ну, так. Ой, извините, пожалуйста, такую заминку. Наш отец был человеком с очень уникальным складом ума. Все это, конечно, знают. И если вот, ну, я просто расскажу как, ну, не только о своих воспоминаниях, но и о том, как он занимался нашим воспитанием. И хотела бы вначале показать его книге, книга «Сердях Болу». Вот эта вот книжка, она была, ну, своеобразным пособием в нашем воспитании с самого детства. И, на мой взгляд, эта книжка могла бы быть вообще в каждой семье, особенно воспитание нынешнего поколения. Здесь написаны все моменты, как нужно себя вести, как правильно питаться, как правильно за собой ухаживать, как правильно вести себя на природе. С самого детства, вот сколько я себя помню, наш отец всегда вот использовал данную книгу и учил нас, ну, с нашей сестренкой. Самый вот запомнившийся момент – это когда наш отец нам рассказывал правильно питаться каждое утро, обязательно нужно заправлять свою кровать. Вот это вот я очень запомнила. Если не заправить свою кровать, то в нее обязательно там побывает злой дух. Ну и вот, ну, вот в таком вот виде. И вторая книга – это «Воспитание ребенка до 3 лет». Хоппа! Я сама ее тоже использую в воспитании своего сына. И было бы очень отрадно, если бы тоже каждый молодой родитель взял, ну, на заметку данную книгу. Ну и я знаю, что некоторые из моих знакомых, у них тоже есть данный материал, данная книга, они тоже ее используют. И также еще одна книжка «Аисия Ринтутус», пособие для школьников начальных классов. Так. Наш отец с самого детства прививал нам любовь к спорту, всегда занимался укреплением нашего здоровья с самого детства. Каждое лето в детстве у нас, ну, по традиции было восхождение на гору. У нас, ну, на горы мы ходили в поход каждое лето на гору возле нашей дачи в районе птицефабрики. И это был не просто обычный поход. Наш отец знакомил нас с различными растениями, травами, также какие лекарственные травы можно там найти. Также он учил, ну, знакомил нас с какими-то видами насекомых. В общем, было очень познавательно. Далее, в плане учебы наш отец тоже принимал очень, ну, активное участие, ну, в нашей школьной жизни тоже. Всегда был опорой и поддержкой. И, ну, помогал нам не только вот с гуманитарными предметами, но и, естественно, научными
тоже также помогал и по математике, и по физике, и по химии. Вот. Я сама работаю учителем английского языка в национальной гимназии, и надо сказать, что большое влияние на выбор моей профессии и предмета, который я стала изучать после школы, оказал мой отец. Именно он начал заниматься со мной английским, когда у меня были большие проблемы с его изучением. И благодаря ему я, можно сказать, выбрала сферу деятельности. Очень сильно полюбила английский язык. Отец наш был всегда самоучкой, он сам учил английский язык. Он всегда говорил, что человек должен знать примерно 2-3 тысячи слов, чтобы понимать и читать английский язык. И он сам читал по-своему и мог переводить уже предложения в тексте. Вот. Далее... Так. И... Ой. И также после университета я поехала работать учителем в Северный район. Выбор данного места был тоже согласован с советом отца. И проработав там 6 лет, я вернулась обратно, и тоже продолжила свою педагогическую деятельность. Отец всегда был поддержкой, опорой в моей работе. Он всегда учил, как правильно справляться с трудностями. Всегда говорил, что детей ругать нельзя, что если ребенок не знает, наоборот, очень хорошо. И всегда, всегда вдохновлял меня все это время, сколько я работала, и до последнего дня. Так, и на этом, думаю, все. Спасибо большое. Мы сейчас продолжим нашу презентацию. Сардана Лазаревна, вам не видно презентация? Мне видно. Вы, пожалуйста, расскажите о фотографиях, которые мы сейчас видим, какие это годы. Ой, ранние годы, наверное, его работы. Это Муньяхсакескеля, 92-й год, кажется, здесь. И отрывки из передач. Да, в этой презентации в основном фотографии с его основных мероприятий и собраний. Наверное, всем знакомы. Это, наверное, на вашем родовом Аласе? Нет, у них, скорее, нет, это одна из их... Кулатта. Вот мы видим его среди якутских писателей. Да, это поездки в Турцию, конференции в Турции, в Стамбуле. Это в каком году? Это 97-й год.
Так, ой, 98-й, кажется, даже. 98-й, да. Среди его единомышленников, соратников. Это его супруга Розалия Тимофеевна. Наша организация Лазарь Андреевич, хорошо. С большим уважением к вам, Лазарь Андреевич. Да. Давайте прямо в историю, да. Варвара Александровна, иди к нам. Так, где ваше это регистрационное свидетельство, Лазарь Андреевич? Вот путевка в жизнь. Новые горизонты. Аделина Афанасьевна. Ну, спасибо большое, Сардана Лазаревна. Было очень интересно. Желаем вам здоровья, благополучия. И у нас были желающие выступить. Корякин Петр Иванович, сотрудник Национального архива. Петр Иванович. Да, я на связи. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Рад приветствовать всех, которые собрались на сегодняшнее мероприятие, посвященное памяти моего земляка, моего друга, моего учителя Лазаря Андреевича Афанасьева Тересия. Вот религия, она влияет на становление и развитие национального самосознания народа, на его культуру. Вся самобытность нашего этноса, она окрашена верованиями предков. Современная религия якутов рассматривается не как языческая религия, а как наиболее приближенная к традиционной религии якутов новая форма этической религии, находящаяся в самом начале своего становления. За основу берется вероучение Аи, которое считается нами
равнозначным по глубинной структуре так называемому учению АИ. АИ, основателем которой является Лазарь Андреевич. Мы думаем, что это учение может носить в себе элементы прошлой этической религии у предков якутов. Все остальные направления в постсоветском религиозном сознании якутского общества, не признающие учение АИ Тариса, должны освещаться нами, последователями вероучения, лишь по необходимости, обязательно находясь в контексте с этим учением. Само понятие религиозное сознание, оно понимается как религиозное сознание, как социальный факт, как одна из реально существующих систем мировоззрения, социальных норм и ценностей. Она выступает регулятором социального поведения личности, может быть, еще целой группы больших масс людей. Да? И вот белая вера АИ Тагаля, принимается нами в качестве общего для всей якутской нации традиционного, не сформировавшегося еще в четкую систему образа мировосприятия. Поэтому надо различать такие понятия, как вера АИ и вероучение АИ, или учение АИ. По своей природе вера АИ сама по себе традиционна. Эта традиционность веры АИ развертывается в виде письменно зафиксированных заповедей, канонов вероучения АИ. До такого рода фиксации эти законы соблюдались в народе в виде традиций и обычаев. И подобной системной фиксации, бытовавших в народе естественных, проектованных, меняющимися характеристиками реальности правил поведения, до сих пор еще не встречалось. Эти заповеди и каноны, проявившиеся в текстуальной форме, выводят традиции на новый уровень восприятия. Следует иметь в виду тут, что доминирующий внутренний фактор, то есть идеи и представления традиционной якутской религии, выражающие его характерные особенности, остается неизменным во всяком случае. Вот. И учение АИ, оно предстает перед нами как религиозный модернизм, который расширяет круг задач, решаемых традиционной религией. Модернизм, имея в виду, что в этом народном варианте подхода к истине просматривается лишь в способе передачи информации. Эта информация отражает существовавшие и существующие якутов морально-нравственные основы народа и его духовности. Учение приводит в структурированном письменном виде, имеющееся в этносе воспитывающее начало, которое основывается на вере в изначальную преданность людского рода светлым силам Вселенной. Мы понимаем, что вся духовная целостность национально-религиозного мира не может уместиться в одном нашем учении, что для понимания объективного бытия одной религии нужно единство его прошлого и настоящего опыта. В настоящий момент поиск истинных корней под традиционной религии якутов усложняется присутствием множества вариантов их трактовки. За последние десятилетия возникло множество религиозных и полурелигиозных объединений, указывающих на свою преемственность со старой, так называемой якутской религией. Но ни одна из них не имеет такую степень укорененности в народной среде, как учение АИ. Ни одна из них не оправдала возлагаемых на них надежд по возрождению изрядно подзабытой религии в рамках, отвечающих запросам современной эпохи. Этнофоры, то есть носители этнического сознания якутской нации, коих большинство религиозных объединений верующих в этих наших национальных богов, поддерживают усилия по созданию в новом виде древней, не зафиксированной еще в письменных источниках развитой религии. В связи с этим представляется возможным допустить вероятность спонтанного варианта создания интеллектуальной модели мира, допускающей по недостатку информации иррациональное ее объяснение. По этой же причине проясняется определение термина неоязычества как одного из современных направлений духовно-религиозных исканий и возрождения до христианских форм мировоззрения, как основа гармоничного взаимодействия природой и обществом. Мы считаем, что для понимания сути вновь возникающих этических форм традиционной религии, если убрать слово «дохристианских», заменой его на «доязыческих», подходит понятие родноверия, введенное в научный оборот Олегом Кавихтиным. Это произошло еще в далеких начале нулевых, да, в конце 90-х. Дело в том, что во многих обществах, не является исключением и якутское дохристианское общество, языческие традиции, культурные приобретения в лице христианской веры долгое время могли идти в параллельном русле. То есть могло наблюдаться язычевание христианства, с которым связана проблема двоеверия. По крайней мере, в начальном этапе христианизации якуты были христианами по форме и язычниками по существу. Об этом нам говорят, конечно же, следы двоеверия во многих этнографических, фольклорных, археологических источниках. Как считает Брагин, концептуальные процессы народа Саха отражаются в том, что в XIX веке все верующие якуты считали себя аи-джано, то есть народ или люди аи, а праздник всех стал всенародным. Это в XIX веке. Однако языческий период развития религии не обязательно предшествует более структурированному этическому типу религии. Могут наблюдаться периоды спада, то есть деградации, и периоды подъема, рассвета одной и той же религии. Тогда развитая религия, в силу сложившихся
таких неблагоприятных условий, да, например, в период этнической фрустрации, то есть психологическое состояние этнической группы или общности, коим является народ Саха, да, она характеризуется потерей перспективы исторического развития, тревогой, там, неуверенностью в завтрашнем дне, чувством безысходности, что мы уже как бы очень усиленно наблюдаем в последнее время. Это может скатиться до уровня примитивного язычества, что опять же наблюдается сейчас. И наоборот, получить дальнейшее развитие при хороших условиях. Поэтому, так сказать, перспектив много. А вот насчет гармоничного взаимодействия с природой следовало бы иметь в виду, что якутский народ до сих пор остается в роли гомеостатического этноса, то есть этноса, находящегося в состоянии равновесия с природой, бережно к ней относящиеся. Вот. Мы бы сказали больше, это этнос единственный во всем Леноленде, то есть по-английски это земля, прилегающая к бассейну реки Лена, то есть территория между Енисеем и Леной, включившие в основу экологического равновесия не только религию, фольклор, но и свои эпические сказания. Вот. Поэтому очевидно, что среда существования, то есть экологическая ниша якутов, сыграла доминирующую роль в генезе традиционной религии. Суровые природные условия, скудная среда обитания обусловили бережное отношение к природе, стали стимулом к попыткам сверхъестественного понимания мира. Вот. И считается, что экологическая ниша вида состоит из эффорданцев, да? Это Гибсон, от английского effort, предоставлять, разрешать. Того, что вот этот окружающий мир представляет индивиду, чем он его обеспечивает для совершения того или иного поведения. Климат и среда становятся одним из эффорданцев, приведших к появлению систематизированной вероучения у якутов. Также по Гибсону отметить надо, что принцип действия эффорданца на окружающий животный мир не придается ни одним из существующих терминов. В пользу древности якутской религиозной идеологии среди многих говорит и тот факт, что якуты единственные из тюркоязычных народов Сибири, которые заселили небо одновременно несколькими светлыми и несколькими видами темных сил сверхъестественного мира. И только у якутов название шамана звучит как аюн. Это может говорить еще и об особой этнической обособленности нашего народа. Тот же самый, да, Петр Слепцов говорил о том, что формирование религиозно-мировоззренческой основы ритуалов якутского народа произошло еще в доэтническом этапе этногенеза. Он также пишет о формировании культа племенных божеств, да, и Божие, вот, обуславливающее его белого шаманства в древнетюркское время, то есть это середина второго половины первого тысячелетия нашей эры. Если учесть, что с 4 по первую половину X века в горно-степных и степных районах Центральной Азии мы имеем тюркоязычные племенные союзы, такие как тюрки, там кыргызы, уйгуры, всякие каганаты, то можем со всей долей уверенности утверждать, что религия есть институтом жречества, имела к тому времени такое же влияние на тюркоязычных якутов, как бы имела развитая этическая религия. Учение АИ придает смысл человеческой жизни. Человек узнает, зачем он живет. Во всех проявлениях природы улавливает определенный только для него, посвященного учению АИ, понятный смысл. Это делает его сильным, способным к преодолению превратности судьбы, придает успокоение и готовность встретиться со смертью. Во всем этом усматривается мировоззренческая, смыслополагающая функция традиционной религии. В вероучении задействованы люди самых разных слоев общества. Демократичность нашей религиозной системы позволяет объединяться в единую солидарную организацию представителям различных течений якутского общества. Непосредственное участие в общих ритуалах и церемониях принимают участие якуты, официально признавшие РПЦ, да, Русскую православную церковь, и даже сомневающаяся часть атеистически настроенного электората. Тут мы видим действие интегрирующей функции религии. Даже не знающие учения АИ якуты признаются, что вера предков сидит у них в крови. Несмотря на кажущуюся свободу в действиях, в учении АИ существует ряд общепринятых норм и правил поведения. Необходимость соблюдения исследований традициями и обычаям для изначальных предков, берущим начало еще незапамятных наших времен Ан, Маймыр и Анерге, определяет легитимизирующую, то есть узаконивающую функцию якутской религии. Ценностные установки, обязательные для исполнения религиозные нормы, культовые организационные, выводят регулирующую функцию вероучения АИ на новый уровень. Вот. Интегрирующая функция вероучения АИ стоит на очень низком уровне до сих пор и проявляется лишь в противопоставлении с другим подобным обществам, что неизбежно при единении социального общества на базе одного вероучения, культа или организации. Так во внеочередных наших сессиях, прошедших в городе Вилюйске во втором году, да, Чурапче в третьем, Мирбе в четвертом и других, были высказаны мнения о необходимости перехода от теоретических споров к практике вероучения. И до сих пор как бы... Петр Иванович, извините, я должна
сказать, что наше время закончилось. Спасибо за выступление. И хочу поблагодарить всех участников нашего мероприятия за интересные такие содержательные выступления. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья и благополучия. Спасибо всем за внимание. Наше мероприятие закончилось. До свидания.